Это новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Пожилых граждан старше 80 лет приглашают лично явиться в отделение пенсионного фонда, чтобы они подтвердили свое право на получение пенсии. Как выяснилось, возраст пенсионера тут особого значения не имеет. Проверяют пенсионеров, которые не получают деньги лично. Дело в том, что оформить выплату можно разными способами. Например, в городах граждане чаще всего используют перевод на банковскую карту, а в сельской местности удобнее получать пенсию наличными из рук почтальона. Есть и такая форма, как выплата пенсии по доверенности, когда деньги получает другой гражданин. Именно в этом случае закон о страховых пенсиях требует от пенсионера подтверждать раз в год факт своей регистрации по месту получения средств. Подобная норма направлена на предотвращение случаев незаконного получения денег. Бывает, человек умер, а его родственники продолжают получать его пенсию, пояснили в пенсионном фонде. Кстати, требование обязательно явиться в местное отделение фонда – это не единственный возможный способ заявить о себе. Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в Пенсионный фонд России, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому. И в продолжении темы в комиссию правительства России по законопроектной деятельности должны поступить два законопроекта Минэкономразвития России, первый из которых предлагает запретить взыскивать долги со страховых пенсий жителей России. А во втором указывается, что при взыскании долгов с зарплаты должен всегда оставаться прожиточный минимум. Сегодня пенсия считается доходом, с которого могут быть удержаны различные долги, в том числе банковские задолженности, коммунальные платежи и штрафы. Нельзя удерживать долги только с различных соцвыплат, например, за приемных детей. Первым законопроектом предлагается пополнить список неприкосновенных доходов целым рядом пенсий. Страховой пенсией по старости, страховой пенсией по инвалидности, накопительной пенсией, а также пенсиями по государственному пенсионному обеспечению, пенсионным обеспечением военнослужащих и правоохранительных органов, а также пособиями по временной нетрудоспособности. В пояснительной записке указано, что право на социальное обеспечение и пенсии установлено Конституцией России. Однако право взыскивать долги с пенсий, по сути, нивелирует эти конституционные права, считают авторы законопроекта. Трубопровод «Сила Сибири» является стержнем развития газотранспортной сферы Восточной Сибири и Дальнего Востока России, считает глава «Газпрома» Алексей Миллер. По его словам, маршрут прокладки магистрали разрабатывали таким образом, чтобы охватить максимальное количество населенных пунктов. Напомню, 2 декабря президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь запустили в эксплуатацию газопровод «Сила Сибири». Торжественная церемония проходила в режиме телемоста. С помощью газопровода КНР начнет получать российские углеводороды. Газ с месторождений Восточной Сибири будет транспортироваться не только на экспорт в Китай, но и на внутренний российский рынок. В декабре в России заработал новый механизм восстановления прав тех граждан, чьи дома бросили недобросовестные застройщики. Первыми денежные возмещения от Фонда защиты прав обманутых дольщиков получили в Саратовской области. В среднем граждане получают на 35% больше сумм, которые они заплатили по договорам долевого участия. Компенсация рассчитывается независимыми оценщиками по каждому дому отдельно, исходя из средней рыночной стоимости квадратного метра жилья. Выплата производится в том случае, если эксперты, привлеченные фондом, посчитают, что достраивать долгострой экономически невыгодно. Отмечается, что на рассмотрение Госдумы вынесен вопрос об освобождении дольщиков, получающих компенсации от уплаты подоходного налога. Российские авиакомпании в ближайшие 10 лет рискуют столкнуться с нехваткой пилотов, которую действующие учебные заведения не смогут восполнить. Об этом сообщили в профсоюзе летного состава России. Кадровый голод может начаться уже в 2021-2023 годах из-за ухода на пенсию большого числа летчиков в возрасте. Решением проблемы может стать увеличение заработной платы пилотов-инструкторов и обновление материальной базы училищ. При этом эксперты отмечают, что бюджетные деньги на это можно сэкономить за счет негосударственных учебных центров. В целом, в ближайшие 10 лет дефицит пилотов составит 550-600 человек. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.